Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24, с вами Петр Цепандин. Мы находимся в ресторане Lazy King, и у нас сегодня в гости пришла учитель химии, отличник системы образования нашей республики, амбассадор движения первых Елена Прокопьева. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Да, спасибо, что приняли наше приглашение прийти к нам на передачу, которую мы называем кулинарное ток-шоу, то есть надо готовить, общаться. С чем вы к нам сегодня пришли, что будете готовить? Спасибо за приглашение, во-первых. Я буду готовить сегодня жеребятину с овощами в таких глиняных горшочках. И у нас будет еще чай. Еще чай. Да. Это фирменное блюдо? Почему выбор пал именно на вот это? Ну, так как передача называется «Вкусно и просто». Просто вкусно? Просто вкусно. Да. Ну, я решила взять горшочки, потому что это очень быстро, практично и очень полезно. А вы дома готовите так? Да, постоянно. Частенько? Постоянно, да? Да. Ключевой вопрос. Всегда задаю вопрос этот. А вы любите готовить? Ну, я понимаю, что вам, как вы девушка, вам, скорее всего, приходится много готовить. Да, часто, конечно. Каждый день. Но вообще любите готовить? Да, очень люблю. Любите готовить, Да. да? Фирменное вот это или что-то еще? Ну, можно сказать, один из фирменных блюд. Одно из даже? А что еще лучше всего получается? Так, хачапури. Вау! Так, самсу могу. Да ладно? Да. Да? Ну, что-нибудь такое, да. Ну это тоже такое, ну что-то типа Кавказ же, да? Караси могу. Караси, из якутской. Рыбу Да? в любом виде. Посолить, пожарить, ну и сварить. Вы находка. Да. Ну, давайте приступать. Сколько нам времени? Ну, нам, получается, собрать и отдать надо в духовку же, да? Да. Ну, давайте потихоньку собирать и с чего в первую очередь? Ну, давайте начнем с мяса. Ага. То есть слоями же нужно же будет заложить, да? Да. Ну, сперва мясо, Давайте. потом овощи. И, Сверху докладываем. Да, и в духовку. И, видимо, сыр натерем еще. Да. Если сыр Ну, это в конце. В конце. А, вообще в самом конце. Да. Все отлично. Итак, Елена, первый вопрос. Внимание, первый вопрос, да? Вот. Расскажите, пожалуйста, о себе. Ну, я понимаю, что учителя, как и врачи, это практически призвание. То есть случайных людей там, как правило, не бывает. Да? Почему вы выбрали именно профессию, где вы учились? Ну, вообще расскажите, пожалуйста, о себе. Ну, я родом из Верхневлюйского улуса. Так. Я отучилась в гимназии имени народного учителя Михаила Андреевича Алексеева в техническом классе. Так, и хотела стать врачом. Так. Так. Технический класс, врач, ну, Да. немножко не то, ну ладно. Так. Ну, потому что у нас класс так назывался, потому что мы изучали углубленно физику, математику, информатику, биологию, химию. Вот. Вот так. Половина класса технари, половина класса будущие медики. Гуманитарии. Медики. Медики. Медики, да. Вот. То есть углубленная биология, химия все-таки была? Да, Так. конечно. И потом, ну, получается, то, что судьба так сложилась, то, что я не поступила в медуниверситет, а параллельно также я поступала в педагогический. Ну, вот туда поступила. Вот. Так что... Судьба злодейка. Да, можно так сказать. Хотела стать врачом, но стала учителем. А почему хотели стать врачом? Ну, потому что я, во-первых, люблю детей, потому что хотела стать врачом-педиатром. Вот. Детским врачом? Да, детским врачом. Ну и хотела помогать детям, чтобы они не болели, чтобы были все здоровые. Обычно же всегда, когда человек маленький, обычно бабушки хотят, чтобы там было бы здорово, если бы ты стала врачом. Не было такого? Не было такого. Да, а у меня все время бабушка говорила: ой, хорошо бы, чтобы ты стал врачом. Я говорю: нет, не стану я врачом, и все. Вот так. Вот. И вы тогда, получается, поступили? Я поступила в Благовещенский государственный педагогический университет на учителя химии и биологии. Химия и биология. Вот, Так. Там отучилась. И вот... 5 лет, наверное? Да, 5 лет и стала учителем. Да. И пошли учить? Да, и сразу пошла учить. И сразу? Ну, то есть работу было найти несложно? Да, я, получается, с 3-го курса работала в лагере. Вожатой, видимо, да? Нет, преподавателем. В своей школе, где я училась. Что за лагерь такой? Ну, лагерь называется Эврика.
Эврика. Это, ну, такая научно-исследовательский лагерь, можно так сказать. Ага. И я вот преподавала химию, биологию и другие различные кружки летом. Ну, можно сказать, я подрабатывала. Ага. Ну, и... доп. Образования как да, будто, да? Так. И, ну, мне настолько понравилось, и, ну, как бы и детям я понравилась, учителям, поэтому Я меня... сказала, ну и слава богу, что на медицинское не поступила. Да, ну и слава уже богу. забыли. Да, я уже забыла. Да, конечно, конечно. И да. думала, хорошо, что я не поступила. Ну да, уже потом прошествие Да. лет. Но мы в беседе говорили, что уже сколько лет? Вы 20 лет же, да? Уже? Да, уже вот будет 20 лет, как я работаю в школе. Но и не жалею. Отлично. Да. Смотрите, тоже очень люблю этот вопрос, не знаю, как вы к этому отнесетесь. Вот смотрите, мы были сами детьми, нас учили, и вы сейчас, грубо говоря, по другую сторону баррикад. Что-нибудь поменялось? Так, ну... Потому что же вы все равно смотрите на детей через призму того, что вы когда-то сами были ребенком, вас учили. Отношения между учителем, учеником, в школе что-то. Да. Ну, родительные какие-то отличия находите? Есть такое. Да? Есть. Что Да. в первую очередь? Ну, в первую очередь, то, что мы учились когда? Давайте вот вспомним. Это Когда? были советское время. А, да? Да, советское время. Так. И Значит, вы молодо выглядите. Так, хорошо. советское Это комплимент. время, ага, спасибо. И основной человек, кто был в школе? Директор школы? Нет. Нет, а кто? Учитель, конечно. Ну, в смысле, директор школы, мы страшно его боялись. Да, все боялись. Если, не дай бог, директора школы увидишь, вообще вот строят по стенке. То есть это было основной авторитет был... Учитель? Да, учитель. Да. А сейчас, ну, получается, что наоборот. Сейчас основной авторитет, наверное, это дети. Да. Ну, то есть, как бы чуть-чуть Да, чуть-чуть перестроилась, да. Есть такое. Ага. Ну и вообще система немножко тоже поменялась. Сейчас мы знаем федеральный образовательный стандарт нового поколения. Чуть-чуть другой. Да, чуть-чуть другой, подход другой. Ага. Но мы должны помнить, что все эти знания, умения, навыки, ну, Zoom называли в советское время, они все равно остались. Но сейчас их по-другому только называют. Вот, можно так сказать. Вот так. Так, вы же учились 5 лет химии. Ну, грубо говоря, досконально все знаете от А до Я, все. В обычной жизни каким-то образом применяете ваши знания? В обычной жизни, ну, в питании. Так, Так, это самое главное. Ага. Ну и может быть то, что я минимализировала какие-то химические вещества, такие как, допустим, эти освежитель воздуха, да, такие же есть диффузоры. А вот стараюсь еще брать эти моющие средства хорошего состава, хорошего компонента. Ну, потому что, да, чуть ли не секрет, что одна из теорий заговора, что бытовая химия очень едкая, она приводит чуть ли не к онкологии. Да. Это факт, да. Вот, поэтому... Особенно моющие средства, которые для посуды и все прочее. Ну, не будем сильно углубляться. Ну, то есть, так или иначе, вы с этим сталкиваетесь. Да, есть. Да. Смотрите, вы 20 лет учитель, с высоты своего опыта. Каким-то образом вы... Понятно, что есть образовательная программа, которую вы обязаны делать, что-то как-то сделать, чтобы урок стал более интересным. Потому что, ну, дети, скорее всего, не меняются. Бывают и дети вроде меня. Я был страшным ребенком, и меня частенько с уроков выгоняли. Хотя я был почти всегда отличником, но во время уроков вел себя очень плохо. Ну, сейчас очень много новых технологий. Так. Вот. Ага. Раньше, помните, у нас была доска Все. и мел. Да, мел, Всё. и слава богу, если плакаты Да. какие-то. Если, слава богу, если какие-то Да, не, ну химия плакаты. была. Я вот сдавал экзамен, там, реакция серебряное зеркало, там что-то такое. ну Но вот. мне химия была более-менее интересна, но я очень плохо рубил в ней. Ну вот, а сейчас виртуальная лаборатория появилась. Можно посмотреть те реакции, которые, допустим, не проводятся в школьной лаборатории, их можно посмотреть виртуально. Ну, по видео можно понятно, посмотреть. да, что вот так, вот так, вот так. Да, ну, Учить.
Ну и какие-то другие такие технологии, приемы, их вообще куча. Куча. Поэтому это выбирает, наверное, каждый учитель для себя. Вот. Что ближе, что-то может внести. Да, что-то внести. И сейчас очень модно как бы использовать различные методы, приемы. Ну, то есть у каждого учителя должна быть своя фишка. Вот ну, я про это и говорю, вот, да, потому что одно дело просто скучно, монотонно читать учебника, а другое дело преподнести материал совершенно по-другому. Вот. Вот. Так, мы сейчас с картошкой справляемся. Да. Так. Я режу просто вот, ну... Все мелко. Ну, то есть должно же быть, чтобы однородно приготовилось одного размера, я так полагаю, да? Так, вы еще амбассадор движения первых. Да. Да, как вы к этому пришли? Что такое вообще? Ну, вообще, амбассадор это кто? Это... Я так думаю, это представитель. Представитель, это лицо, это посланник. Посланник, да, это тот человек, с которым ассоциируется то или иное. Да. Но здесь, наверное, не все, наверное, знают организация, да, что за организация движения первых. Давайте вкратце. Да, вкратце. Это общественная организация, которая занимается с детьми, с молодежью. Подростковой молодежью. Да, и со взрослыми. Да, мы для телезрителей должны уточнить, это что-то, нечто, что в нашем детстве и юношестве было что-то пионерии, комсомола вместе взятых. Да, похожее, да. Ну, то есть единые, скажем так, практические цели, ну, чуть-чуть как бы объединяет. Вот. То, что, да. То есть это организация, которая занимается, привлекает детей, молодежь для каких-то своих проектов. Очень много проектов. И один из флагманских проектов – это чемпионат по оказанию первой помощи. Вот. Тем более, что это сейчас очень актуально. Да. Да. Это вместе с, там, ну, как бы, есть же предмет, там, ОБЖ, там, да? Да. И вот получается то, что в нашей школе у меня есть проект, который называется «Юный доктор». Когда вы говорите «у меня есть проект», это вы его сами придумали? Да, да, я сама придумала. Это проект кафедры. Вашей? Да, нашей кафедры. Ну, то есть на кафедре мы работаем сообща, какие-то цели достигаем. Вот. И получается то, что в рамках этого проекта мы готовим будущих врачей, вот, так как юный доктор же. Ну, да. И мы нашли среди своих школьников детей, которые интересуются медициной, врачебным делом. Уже, скажем так, благородное дело, профориентация ведется уже на начальном этапе. И здесь нужно еще заметить, что не обязательно это будущий медик, ребенок, а может быть это ребенок, который просто интересуется медициной. Да. Так вот, таких детей мы вот отобрали и с ними работаем, занимаемся, участвуем в различных конкурсах, ну, как бы исследования делаем. То есть это в виде некого факультатива, некого кружка, да? Да, можно так сказать. Это дополнительно, ну, как вне аудиторное занятие. Так, правильно сказать, ладно. То есть в рамках урока. За пределы урока. Да. Это не во время урока, а после. Ну, то есть это не входит в обязательную учебную программу. Да, так? да. И вот, ну и один из вот этих проектов движения первых – это чемпионат по оказанию первой помощи. И мы решили, что вот нам надо участвовать тоже. То есть вы узнали, что проходит конкурс, соревнования. Да, каким образом они проходят? И, то есть, там, видимо, какие-то есть этапы, да? Что-то. Чемпионат делится на две части. Так, первая – это теоретическая часть, где дети делают тестовые задания. То есть проверяется теория. Что нужно сделать, если человек попал в обморок? Да, условно. Да. И как помочь, допустим, если у человека… Идет кровь. Да. Где наложить шину? Артериальное кровотечение. Или как определить артериальное кровотечение. Или как определить перелом. Да? Или если закрытый перелом, если открытый перелом. Вот. То есть такие вот вопросы, это
проверка теоретических знаний. Там не только анатомия и физиология человека, там получается и вот приемы и методы оказания первой доврачебной помощи. Ну, потому что не секрет, что понятно, что скорая у нас есть, но в очень многих случаях, особенно вот травмах, первая помощь, оказанная еще до прихода скорой, может сыграть очень большую ключевую роль. Да. Есть так называемое понятие, как «золотой час». Вот в течение часа нужно оказать человеку, ну, пострадавшему первую помощь. Да. Вот. Может быть, даже золотая минута. Да, ну так и человек, называется. не дай бог, там костью поперхнулся, что надо сделать? Да, ну как, это никакого часа не хватит, чтобы... Да, это надо быстро очень среагировать и грамотно сделать. Да, и грамотно сделать, да. Ага. Персик ел и... Ну, да, бывает. Ну, это не смешно вообще, потому что для пострадавшего это не смешно, но выглядит смешно. Бывает так, что мы иногда видим какие-то ролики, где вот человек шел по улице, но подавился, ну, грубо говоря, своей жвачкой, да, и никто ему не смог помочь. Вот человеку, просто я не прилез мимо. Да, просто люди, нет, они знают, ну, хотят помочь, но они не знают. Не могут. Не знают. Не по незнанию. Да, они не знают, как помочь этому человеку. Во-первых, нужно определить, что с ним произошло. Да. Да, потому что вдруг там... А вдруг он сам признаки уже не подает или вот не может сказать, потому что... Да, и, во-вторых, вот нужно грамотно ему помочь. Ну, помочь... Случаи, например, с утопающими, не дай бог, потому что тоже у нас, ну, не секрет, что статистика говорит, что о том, ну, чуть ли не с десяток человек за сезон у нас тонет. Да, но если вовремя мало вытащить, а быстро сделать искусственное дыхание, чтобы человека привести в сознание, это тоже действительно дорого стоит. Да. Какие-то такие вот эти моменты, да. Все этому учат. А где вы сами это проходили? Ну, то есть вы должны же сами тоже, получается, знать, если вы этому учите. Да. Ну, получается то, что первые знания мы получили в школе, когда сами учились. Ну, анатомия, физиология человека, да? Это все со школы знаем. Потом, получается, в университете у нас был предмет, который называется «Основы медицинских знаний». Вот. Ну, вот там получила информацию. Потом уже, когда уже учишь, ну, биологию или химию, все равно где-то все равно сталкиваешься с такими темами. Ну и дополнительно сам читаешь. Читаешь специальные сайты, есть специальные методички, которые написаны по международным стандартам, как можно человеку помочь, да, в таких ситуациях. Вот. Ну и есть определенные видео, мастер-классы. Даже такие. Да, определенные видео есть. Да, вот на сайт заходишь. Да, и мы тесно еще работаем с Красным Крестом. Наверное, то есть подключены уже, скажем так, серьезные организации. Да, вот как раз чемпионат по оказанию первой помощи, он имеет двух организаторов. Это Движение Первых и Российский Красный Крест. Это по России? Да, так. По России здесь тоже. Здесь. Да, ну, здесь в смысле, тоже. Ну, мы Россия. Ну, в смысле, когда идет муниципальный этап, когда идет... Они тоже руководствуются именно этими, да? Потому что эксперты — это уже работающие врачи, это преподаватели медицинского колледжа, студенты. То есть это люди, которые непосредственно этим занимаются. То есть это не просто там кто-то, да, пришел, конечно, я эксперт. Должны Нет, быть обязательно эксперты, да. которые правильно определят и оценят, получается же, да? И вы придумали проводить этот факультатив, кружок? Как начали набирать детей? Ну, вы говорите, или по школе сегодня будет состоится собрание? Нет, да? У нас же вот проект же был «Юный доктор», и у нас там уже были дети. Вот среди этих детей, ну, мы уже стали как бы выбирать лучших. Да. Типа зашли, мне нужны 3 ребят покрепче. Не так. Ну, говорили, что вот будет такой чемпионат. И из других детей тоже выбирали, не обязательно тех детей, которые у нас есть. Ну, то есть какая-то информация по школе прошла, и сначала, скорее всего, желающие. Да, желающие, заинтересованные. И у нас же есть местное отделение, вот Движение Первых в каждой школе есть.
И получается, что вот у нас есть советник директора Бирюяна Гаврилевна, вот мы с ней тоже работали, потому что там как бы не так просто, да, просто вот если я скажу, я хочу участвовать, это не так. Там нужно пройти, да, регистрацию, там нужно пройти тестирование, нужно пройти мастер-класс обязательно, только тогда вот команда считается как бы допущенным к городскому этапу. Еще и не просто так. Да, не просто так. То есть человек должен быть уже как бы теоретически уже как бы подготовлен, да, и должен еще очно пройти мастер-класс с привлечением вот как раз-таки специалистов из Красного Креста. Вот. Значит, если он все это проходит, то тогда, пожалуйста. А и много желающих было на начальном этапе? Да, желающих было много. У нас было даже две команды. Какие активные дети, да? Да, активные дети. Круто. Ну повезло. и это, ага. Ну, обычно же современные дети вроде как, ну, может быть, я субъективно мыслю, ну, зачем, не хочу. Ну, это значит, у вас были плохие вдохновители. Возможно. Нет, Да. я не говорю, что я был такой. Ну, Да. вообще. Вообще. Частенько можно с этим столкнуться. Зачем? Ну да. Ну да. Итак, вы начали заниматься. Через сколько времени вы уже пошли в бой, скажем так, соревнования первые? Так, ну, первые соревнования у нас были в 2022 году. Так, и мы из 11 команд заняли только 9 место. Так. Вот, когда первый раз Есть над чем участвовали. работать. Да, мы посмотрели, сделали для себя выводы, оказывается так-то, так-то. Стиснули зубы и сказали, мы вам Да, покажем. и сказали, что вот в следующем году мы обязательно Мы вам победим. покажем. Да. Так. Ну и подготовились, в течение года готовились, команду немножко поменяли, кого-то убрали, понятно. кого-то пригласили. Ага. Ну, получается, вот и в 23-м году мы победили республику. И сразу республика? Да, сразу была республика, не было еще города. Сразу Ага. была только республиканский этап и всероссийский. Так, республику победили, сколько там народ участвовало? Так, Команд? участвовало где-то около 30 команд. Уже больше? Три Да, раза из больше. разных уголков республики. И там не только ученики, там еще и студенты медколледжа. Даже так? Да, там солданы были, с нашего якутского медколледжа были команды. То есть вы даже взрослых победили? Да, мы даже получали. Ну, они по возрасту как бы все равно как дети. Ну, Они же понятно, после да. 9 класса, поэтому, Так. но все равно да-да-да. студенты. Ну, вот, так, да. Получается, мы победили студентов. Логичнее было бы, если бы не победили, вроде как. Ну, то есть они непосредственно не занимаются, а у вас как факультатив, правильно? Да, ну, может, Так. они тоже занимались, мы не знаем, как они Ага. готовились. То есть мы победили и поехали представлять республику в город Москва. Да, защищать честь нашей республики. Как победители регионального Да, этапа. как победители регионального этапа. И вот в Лужниках, в Москве. Прямо в Лужниках? Да, в Прямо на футбольном Лужниках. стадионе? Да, Ничего не себе. стадион, а там этот был стадион, не стадион, как-то называется самбо. Ну там, по-моему, спорткомплекс самбо называется. Ну, при Лужниках, ну тогда это крытый, наверное. И даже говорили, то, что на открытие придет наш президент Владимир Владимирович Путин. Да, ну. Вот, потому что это первый чемпионат был всероссийского этапа. Поэтому даже так говорили. Вот. Ну, вообще очень масштабное мероприятие Что было. там делают вообще? Мне скажите. Так. Ну, вот два этапа же, да, вы сказали. Ага, ну Скорее вот- всего, не отличается сильно. Ну вот первый этап теория, вот как сказала, а второй этап это практическая часть. Так. Практическая часть делится на два вида. Это практические ситуации и чрезвычайные ситуации, вот сама ситуация. То есть, То есть допустим, у некий нас... манекен. Да, у нас был, например, такой случай, как этот ЧП в кафе, разрушенное кафе называется. Ага, завалы. Ага, то есть там, получается, прям сделали как будто это кафе, и там идет пожар, там разруха, сирена играет ну, то есть громко, полное да. помещение в такую Ага. ситуацию. Все кричат, все плачут. Ой-ой-ой. Очень много пострадавших, и надо было на время найти своих пострадавших. Что значит своих? Найти это, то есть там были номера,
ну, в каждой команде были номера, по 15 команд нас туда запускали. Ну то есть как Да. бы раз, два, поехали, все Да, вот так, да. засекали Ну, время, и вот нас запускали, и надо было своих найти, А в пострадавших. качестве пострадавших артисты? Да, артисты. МХАТа? Не знаю. Да. Ну, они прям кричат, плачут, рыдают. Вот, ну, такой шум вообще психологическое. Вот, это, Я представляю себе, да. да, потому что можно запаниковать. Ага, реально. запаниковать реально можно было. Ну, то есть как бы, не реально ли это происходит вообще, да? Да. Так. Ну и вот надо было найти и оказать первую помощь. И там стояли вот два эксперта, и они оценивали. Вот, во-первых, как они То делают есть сначала осмотр. выяснить вообще, что Да, произошло, да, что, что с ним, произошло, ногу сломал, отдавил, позвонить в скорую дышать помощь, плохо, да, и да. параллельно вот, потому что команда состоит из 5 человек, и командир там, получается, распределяет роли. Вот ты, допустим, идешь туда с этим человеком, ты вот с этим человеком, а я звоню в скорую, там Ты и так прикрой далее. меня, а ты палатку ставь. Да. Ага, так. Типа такого. Ну надо. То есть же. это Ну, командная это работа. командная работа, Да, да. это командная работа. Вот 5 человек, да? Да. Какой гендерный состав? Так, значит, 2 девчонки 3 мальчика. и 3 мальчика. Ага. И, скорее всего, это школьники старших классов, да? Да, У вас занимаются? 10 классы были. 10 классы. Ага, вот Ну, то первый есть раз 10 классы были. В этом нам году. неплохо бы как бы ускориться вообще. Да, хорошо. Ага. Да. Что мы должны еще сделать? Так, теперь, ну, уже вот это все, Закладываем. да, можно уже начать, да, закладывать. Та-дам! Тут надо немножко налить воды. Воды? Ага, чуть-чуть воды. Чуть-чуть. Хорошо, давайте воды. Вы мне скажите, сколько? Ага, ну, чуть-чуть совсем. Да. Так. Ну, можно, все. Ага. О. И второй тоже. Да. Так. Ну, Второй все. чуть-чуть больше получилось. Ну ничего. Вот. И как успехи были на российском этапе? Так, ну вот именно вот это разрушенное кафе мы закончили через 2 минуты 7 секунд. Это был почти что рекорд, потому что мы очень быстро закончили. И наших детей очень похвалили, потому что они говорили: вы вообще откуда? Да. Кто вы такие? Да-да-да. Кто вы такие? Ага. Вот. Ну и мы заняли из 86 команд 7-е место в общем Да зачете. ладно? В общем зачете, да. Ну это вообще, можно сказать, огромный успех. Да, в десятку Это лучших 87 попали, команд. да. Да. И мы, ну, мы этим очень, конечно, гордимся. Ну не, ну это я бы вообще воспарил бы. Сказал. С первого раза вообще. Да, вот с такой первого успех. раза. Успех. Поздравляю вас. Спасибо. Так, и? Ну вот, ну потом, получается, еще участвовали в следующем году. Вот. Потом уже появился город, потом республика. Здесь тоже. Да. Ну то есть вы продолжаете, как бы скажем так, совершенствоваться. Да, Ага. мы продолжаем работать, потому что работа непрерывная, она систематическая. Вот. Потом, получается, мы в городе заняли место, попали в тройку лучших в 2024 году, это через год получается. И, По-прежнему вы в топе тогда, да, получается, да? и потом победили республику Снова? снова. Ага. И поехали, опять же, представлять республику на всероссийском этапе в городе Саранск. Это республика Мордовия. Да, я Да, знаю. ага, вот туда поехали. Вот. Так, ну у нас, кажется, много получилось. Ага, чуть-чуть. Чуть-чуть перестарались, но ничего страшного. Да, мы можем потом вторую, третью закладку сделать. Так, это просто тогда у нас, получается, мы слоями закладываем. Да. Сперва Мясо вы мясо, положили, чуть-чуть. лук с морковью. Ага, лук с морковью, соль, Да, посолили. картофель. И... Можно полную делать, да? Ага. Ну, как раз вот такой горшочек, размер для Одна одной порция. порции, мне кажется, подходит идеально. И что вы еще? Так, это мы добавляем специи некой. чеснок, сушеный Для чеснок. аромату. Для аромату. Для аромата. Так, ну, здесь уже дело вкуса. Кто что хочет, может добавить. Ну да. Поэтому паприку я добавляю. Ага. Это Копченый. да, это сладкий перец сушеный, чуть-чуть соли. Вот. Но вы заметили, то, что я не добавляю масла, что такое вот, поэтому.
То есть вы приверженка. Вы вообще следите за питанием? Да, я слежу за питанием. Так, это можно отправлять в духовку. Да, мы сейчас тогда просим нашего Айтала забрать и телезрителям скажем, на какое время, какую температуру мы закладываем. Так, это получается на 180 градусов. На 180 Примерно градусов. 40-45 минут. 40-45 минут. Так, друзья, мы взяли небольшую паузу, скоро наши горшочки уже подойдут. Поставили мы воду для чая, да. Сейчас мы что делаем, Лена? Ну, мы готовим сыр перед подачей и зелень. Зелень. Это мы просто сделаем такую посыпку, да? Да. Да. А чай какой будет? Чай у нас будет травяной, повышающий иммунитет. Ну, можно сказать, оздоравливающий чай. Оздоравливающий. Ну, вот сейчас, да, как раз весна. Да. Да, авитаминоз. Авитаминоз. Да. Для этого мы берем, значит, листья смородины. Так. Засушенные. Сами? Да, это мы сами собираем. Ага. На родине? Да. Круто. Вот. А вообще же вот, смородина именно это ароматная, когда мне бабушка собирала. И вообще листья смородины вообще считаются очень полезными. Да. Да, они вообще черная смородина как раз та ягода, где стакан ягоды, вообще все витамины для дневного рациона. Можно вместо одной таблетки. Вот как раз тут есть. А, вы даже с собой взяли. Да, плоды немножко я взяла, чтобы был такой аромат. И добавим еще мед. Мед. Ага. Отлично. Как становятся амбассадорами? Так, ой, я даже... Не, ну понятно, что это произошло на волне ваших успехов. Да? А тем временем, да, Айтал нам несет наши горшочки уже. Как раз все подоспевает. Ага, да. Давайте, тогда. Во. Ой, специальная такая приспособа, да? Да, специальная. Это есть. Прикольно. Как старые древние времена. Смотрите, друзья. Так, можем открыть. Тут горячее, поэтому осторожно. Да. О, сбыл жару. Аромат. Ну, здесь, получается, еда не варится, а томится. Поэтому здесь также сохраняются все полезные свойства, все витамины. Поэтому очень полезная и вкусная еда получается. Так, зеленью. Да, добавляем и можно... Чуть-чуть прикрыть, да? Да, закрыть, и чтобы он... Вот, видите, я говорила. А я такой непоседа. Так, а тем временем у нас вода вскипела? Да, можем сюда добавить. Вообще в травяные чаи добавляют воду с температурой 90 и 100 градусов. Ну, то есть нам нужно было чуть-чуть не докипеть, да? Ну пусть будет, Но мы знаем, да, то, что смородина рекордсмен по содержанию витамина С. Да. Именно наша якутская смородина. И у нас есть такая посуда есть, которая называется ступка и пестик. Ступка? Да. Ступка. В химии, наверное, тоже видели. Растираем немножко плоды. Ну, можно этого не делать, но я люблю так. Максимально. Да. И добавим вот наш чай. Так. Когда мы стали победителями, да, когда мы стали рассказывать, что есть такой чемпионат, что есть такое вообще движение, да, и нас стали замечать, то, что есть, оказывается, такая команда, да, которая вот 2 раза представляла честь республики на всероссийском этапе и достойно выступили. Вот поэтому, очень достойно, да. Ну как, сходу 7-е место. Ну, и вот нас стали приглашать на мастер-классы, мы стали рассказывать. Сами? Да, сами. Как звезды. На каких-то там, на каких-то собраниях, на августовском совещании или на каких-то там площадках.
мы стали, ну, рекламировать, можно сказать, и доносить до людей то, что есть такой чемпионат, и он очень такой важный. Да. Вот. Ну и вообще вот, что это флагманский проект «Движение первых». Движение первых. Да. Ну и, наверное, им, наверное, понравилось то, что мы, как мы доносим уже, да, поэтому, ну, нас пригласили, и мы стали... Вот... Все-таки, да, понятно, что вы очень скромный человек, да, но тем не менее, в чем секрет вашего успеха все-таки? Это же все равно очень большой успех. Да. Так, ну, секрет, как такового секрета нету. Но я думаю, то, что надо, во-первых, любить свою работу. Вот, ключевое, мне кажется. Да, да. Отдавать, ну, полностью, да, все свои силы, свою любовь детям. Вот надо любить детей. Надо быть заинтересованным в том, что ты делаешь. Вот, допустим, да, не просто так увлечь детей. Да, вот. Потому что из-под палки, ну, да. Я уверен, в этом никто успехов не добьется. Нет, конечно. Вообще абсолютно нет. Да. Я вообще всегда делю учителей на два вида. Да. Просто урокодатели. Пришли, уроки дали, ушли. Да. Так, ага. С 9 до 6. Да. А есть вторая группа учителей, которые вот, ну, работают с детьми прям. Горят. Да. Которые стараются что-то сделать, да, что-то придумать, как бы детей мотивируют, да, раскрывает их потенциал. Вот, ну, я отношусь ко второму виду учителей, который вот занимается с детьми уже вот 20 лет. И даже когда спросите, есть ли хобби, у меня нету хобби. У вас хобби? Да, это хобби работа. Это моя работа. Не, ну действительно же да, говорят, что выберите себе занятие по душе, и вам не придется работать ни одного дня ну, так, году. Так, да. Ну, отлично. Так, смотрите, друзья, давайте вот так я поставлю, так что это надо нам телезрителям обязательно показать. Смотрите, смотрите. Ну, по вкусу можете добавить мед, но я не люблю сладкое, поэтому... Сильно, да? Да. Очень удобная штука. Да. Очень удобная штука. Чуть-чуть надо, я так думаю, помешать. Да, можно. Да, мяско взять. Вот. Четко. Четко получилось. Соли, специи самый раз. Лена, спасибо вам большое. Чай давайте попробуем. Вполне себе сладкий получился. Да. Да. За счет плодов и меда. К сожалению, эфирное время не резиновое. Нам подсказывают, что наше время подходит к концу. Елена, у нас в конце к вам просьба, такая добрая традиция у нас есть. Пожалуйста, на эту камеру пожелания для наших телезрителей. Так, ну, я желаю всем телезрителям крепкого здоровья, ну и всего самого наилучшего. Любите то, что вы делаете, и пусть удача будет сопутствовать вам всю жизнь. Друзья, а я еще раз скажу, что у нас сегодня была в гостях учитель химии, амбассадор движения первых Елена Прокопьева. Фамилию не забыл. Елена, вам еще раз огромное спасибо. Удачи и успехов в вашем очень нелегком труде. Спасибо за очень вкусные горшочки, за очень вкусный чай. А на этом, друзья, мы с вами прощаемся. Будьте здоровы и, как часто мы здесь говорим, ешьте просто вкусно. Будьте здоровы, друзья.